Бьется во власть конкурсантов. КААС очаровывает Казань. Мадмуазель, которая поет блюз, исполнит в Казани хиты своей соотечественницы Эдит Пиаф. Шоу «КААС поет Пиаф» приурочено к 50-й годовщине со дня смерти легендарной певицы. Перед концертом Патриция Каас встретилась с журналистами о том, какие мужчины нравятся французским женщинам и в каком районе Казани певица планирует приобрести квартиру, расскажет Гульназ Гилаева. Bonjour, tout d'abord. Здравствуйте, прежде всего. Обворожительный голос, французский шарм Патрисии Каас с первых минут очаровали журналистов. Певица честно призналась, когда пришла идея организовать шоу, посвященное Эдит Пиаф, немного побоялась, но потом все-таки решилась воспроизвести свою легендарную предшественницу. Конечно, когда ты воспроизводишь песни такой замечательной великой певицы, как Эдит Пиаф, конечно, найдутся люди, которые скажут, мне больше нравится такая интерпретация или другая. Но для меня Эдит Пиаф – это Эдит Пиаф, и это просто честь и почет, который я хотела бы ей отдать и оказать. В программе до мелочей воссоздана эпоха Эдит Пиаф, но Патрисия утверждает, никакие мистические события ее команду не преследуют. Нет, может быть, какие-то все-таки позитивные эмоции, но уже больше 100 концертов, и все пока проходит хорошо. В средствах массовой информации ходят слухи о том, что певица приобретает апартаменты в Москве. И на вопрос журналистов, не желает ли она купить квартиру из столицы Татарстана, Каас ответила, единственное место, где она отдыхает и душой, и телом – это Париж. Я тоже слышала эти слухи, которые говорят о покупке квартиры в Москве, может быть, потому что я достаточно часто туда приезжаю. Но очень часто узнаешь из прессы много нового. Таким образом, я тоже узнала, что у меня, оказывается, есть русский жених, тоже из прессы. Кстати говоря о мужчинах, ей нравятся те представители сильного пола, которые смогут открыть ей неизведанное. Каас трудно удивить, но растопить ее сердце все-таки можно. Я люблю мужчин, которые умеют плакать тоже. C'est déjà pas mal. Это уже неплохо. А с татарскими мужчинами знакомы, кстати, раз уж вы сказали? Connaître, non. Знать, слишком громко сказано, нет, наверное. Bonjour. Как и на сцене, она была неподражаема, изящно жестикулировала руками, ничуть не боясь показать ни конфуз, ни стеснение. И с радушием приняла подарок от руководителя Музея социалистического быта. То ли цветочная композиция ей на самом деле понравилась, то ли от солидарности к своему соотечественнику, создателю-французу, но духи «Красная Москва» ей пришлись по душе. Это напоминает такие специальные средства, которые у меня папа в волосы. Каждый раз, когда Патриция Каас приезжает в Казань, она всегда выбирает одну и ту же сцену. После столицы Татарстана звезда французской эстрады даст свои концерты еще в нескольких российских городах.